Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Менин Кыргызстаным. Мой Кыргызстан». И сегодня у нас в гостях директор филиала Международного гуманитарного общества Human Appeal International в Кыргызстане господин Али Айоюб. Али Айюб до 19 лет прожил в Сирии, в городе Дамаск. В 1987 году уехал учиться в Россию, потом продолжил учебу на Кавказе в Махачкале. По профессии медик-стоматолог. Сейчас является директором филиала Международного гуманитарного общества Human Appeal International в Кыргызстане. Решать большие проблемы и помогать людям нашему герою доставляет огромное удовольствие и радость. По его словам, вот поэтому он днем и ночью, не покладая, работает, занимается благотворительностью и дарит праздник людям. Я посмотрел, вы до приезда к нам в Кыргызстан работали в Объединенных Арабских Эмиратах, Шри-Ланке, в России, естественно. И потом уже в 2010 году вы приехали уже по работе к нам в Кыргызстан. Это ваш выбор был, приезд к нам в Кыргызстан, или это общественное, то есть мнение вашего фонда? Вот это вообще было, у меня было представление, чуть-чуть о Кыргызстане и, в общем... Вы уже примерно знали? Да. И был, если честно, не мой выбор, но выбор нашего руководства. Потому что сказали, что я владею русский язык, и раньше жил в России, Советский Союз, и знаю культуру, знаю в целом, это традиции. Все. Да, и это важно для работы. И чтобы эффект для работы был больше. Поэтому они выбрали меня, чтобы приехать сюда, в Бишкек, и работать. Вот вы приехали в Кыргызстан, что вас удивило здесь первым? Если, если можно, расскажите честно. Вот как вы сказали, я приехал в Кыргызстан, и действительно много что-то хорошее. Почему остался? Потому что действительно чувствую себя как у себя дома. Потому что общение, люди и все это, что здесь в Кыргызстане, сходится с нашей культурой, сходится с нашей обычаей. И я не чувствую, что чужой здесь. И куда я еду, куда-то, это у меня друзья везде, друзья. И это тоже мои дети, тоже им нравится здесь, потому что у них друзья здесь, киргизы здесь. И с ними они учились в школе, короче. И сейчас они вместе постоянно, поэтому тоже они не хотят никуда не ехать. И я в том числе тоже здесь очень хорошо и нравится. И как я сказал, главное, что уважение, уважают нас люди здесь тоже. Постоянно окажет, любой помощь, если что-то нужно и так далее. Я имею в виду, если что-то трудно и так далее, предлагает помощь, давайте решаем что-то и так далее. И это облегчает, конечно. Поэтому я думаю, что действительно здесь, в Кыргызстане, я считаю, как мой дом. Ну, и насколько я знаю, ваши уже дети здесь, уже старшая дочь замуж вышла в Кыргызстане, второй сын у вас в университете, учится, заканчивает, да? Дети здесь у вас учатся, наверняка действительно привыкли. И многие люди, которые приезжают именно с ваших стран, с Востока, с Арабских Эмиратов, удивляются, и им нравится наша погода, и климатические условия, и горы. Согласны, да? Горы и природа, это без разговора, это самые шикарные. В арабском мире такого нету, такой красота, такой природа, такой климат. В арабском мире нету, поэтому здесь чувствуем, действительно рай, Кыргызстан. И мимо этого, как я сказал, когда хороший народ, когда добрый народ, этот тоже, как друг друга, они связаны. И люди, наоборот, хотят, чтобы остаться здесь, или хотят приехать сюда. И, Ваши друзья бывали у нас? Ваши друзья, ваши родственники? Есть, да, некоторые друзья, родственники.
и им нравится здесь, и еще они хотят приехать. И скоро мои тоже друзья, семьей они приезжают тоже. Да, даже они не хватает для них. В прошлом году на месяц приехали, не хватает. Они говорят, сейчас будем побольше здесь. Хорошо. Теперь о вашей работе хотелось бы поговорить. Гуманитарное общество ваше занимается уже 35 лет, да, гуманитарной деятельностью по всему миру. И что интересно, у вас спонсорами являются не только мусульмане, но и люди разных конфессий. Вот хотелось бы об этом узнать. Вот как вы помогаете? Вы знаете, наша организация – это не религиозная организация, просто гуманитарная организация. Мы тоже являемся членом наблюдательного члена социально-экономического совета ООН. И у нас другие международные организации, крупные организации тоже у нас и статус там есть, или наблюдатель, или член. И поэтому у нас наши спонсоры, или наши, которые поддерживают наши организации, не являются только мусульмане. Мы, альхамдулилlah, мусульмане, и строительство мечети это не плохо, это хорошо тоже. Но у нас направление, которое гуманитарное, чисто гуманитарное. То есть которые организации арабские, которые они занимаются религиозными вопросами, это есть такие. Есть организации, которые занимаются именно социальными проблемами. И поэтому наша организация не социальными проблемами занимается. И у нас в основном спонсоры это из Австралии. У нас есть большой филиал там и собирает средства очень большие в Австралии. У нас есть в Италии тоже. У нас есть Великобритания. Великобритания в каждом штате, там есть у нас много тоже спонсоров. Есть у нас Канада тоже, которые они поддерживают наши организации. Как мы сказали, мы не только наши спонсоры мусульмане, но и из других конфессий. Да. И они поддерживают тоже, потому что как человеческий это помощь. Да. Потому что если занимаемся религией, другие тогда не будут поддерживать нас и так далее. Если будем только мусульманам помогать и так далее. Но здесь человеческий этот факт, поэтому я думаю, любая организация не должна разделить этот мусульмане, этот какой другой религии и так далее. И насколько я знаю, в Кыргызстане также вы помогаете. Уже 15 лет вот ваш фонд работает у нас в республике. Вы, несмотря на религиозные какие-то понятия, мировоззрения, всем помогаете, да, всем нуждающимся людям. Например, у нас дети сураты есть русские, они не мусульмане, но все равно спонсор их мусульмане есть. Например, есть спонсоры другие конфессии. Поэтому у нас это не проблема. Несмотря в нации, у нас нет такой проблемы, религию или цвет кожи и так далее. Потому что мы считаем, все люди, когда нуждается человек, это религия или нация, это не должна ограничить его помочь или нет. А вот скажите, пожалуйста, наверняка некоторым телезрителям будет интересно узнать, если у человека, у семьи есть какие-то проблемы, то как они могут вам обратиться, как вы можете им помочь, и какие документы требуются, что нужно им для этого сделать? Вот хотел что это сказать, и постоянно такой вопрос очень бывает. Много, наверное, да. Потому что к нам в офис приходит очень много людей, помощь и так далее. Мы не знаем всех людей, поэтому мы требуем от них взять официальные документы. И если, например, на операцию должны быть официальные документы от Министерства здравоохранения, от больницы, от где именно. И мимо этого тоже, чтобы было официально, где они живут, например, Айлкумет или от Министерства здравоохранения, например, или соцразвития. Да. Чтобы они дали нам обращение от них, что действительно это нуждается и надо помогать. А то, сами знаете, есть много, я не говорю много, но есть аферисты, которые бывают такие и так далее. А вот скажите, пожалуйста, какие документы, каким людям вы
точно, реально можете помочь. Вот, допустим, женщинам, вдовам, у которых мужья умерли, или мужчинам, у которых нет, жена умерла, но остались дети. Каким людям вы без очереди, первоочередно помогаете? Мы в первую очередь помогаем одиноким, которые вдовы, которые без мужа. Потому что, сами знаете, кормилец – это мужчина и муж. И когда умирает, может быть, она сама, нет у нее образования, например, не работает, или она не работает. И такие проблемы у них много сталкиваются. Поэтому это в первую очередь мы помогаем. Есть, которые многодетные семьи, которые тоже мы им помогаем. Но в основном, как я сказал, это дети-сироты, матери. И как осуществляется помощь? Вы чем им помогаете? Вот у нас мы помогаем им, есть дети, которые получают, дети-сироты, которые получают пособие. Это ежемесячно пособие, $34. Это где-то 2400 сумм. Почти так. 2,5 где-то, да, этот каждый месяц. Мы, конечно, не даем так деньги на руках или это. У нас есть каждый ребенок, его опекун или кто-то спонсор, этот как... Опекун, который смотрит за ребенком. Который смотрит за ребенка, у него счет в банке. Мы вычисляем этот вычислением, да. А потом контролируете, чтобы, да, эти деньги шли именно ребенку, там покупали одежду, там еду? Конечно, у нас есть кураторы, которые они тесно связаны с этими семьями. У нас каждый несколько дети-сироты, у них куратор есть, который постоянно должен наблюдать, как у них, какие проблемы. И они обращаются к нам тоже, он решает их вопросы. И некоторые, например, мы не даем деньги, перечисляем. Мы даем или продукты, или одежду. Зависит, как им нужно это детям. Потому что некоторые матери или этот не используют эти деньги правильно. Они или на спиртные, или на сигареты. Вот, да, я об этом говорю. Поэтому у нас контроль есть такой. Есть, контроль идет. Да, это очень хорошо. Мимо это тоже мы не только пособие этим детям, тоже одежда зимой и лето. Мы школьные формы даем им. И вы занимаетесь учебные, да. Учебники мы даем тоже, кто не хватает. Канцтовары. Обучаете, помогаете их тоже, да, курсы делаем для них тоже, ОРТ, например, английские курсы и другие курсы. Да. Помимо этого, самое главное, вы решаете инфраструктурные вопросы. Вы строите ФАБы, ГС, вы строите вот именно в этом направлении. Вот расскажите, пожалуйста. У нас бывает обращение от министерств или от правительства, и бывает от местного самоуправления, айлукмет, или акимат, или от депутатов иногда тоже бывает обращение. И мы на основании этого едем, изучаем, посмотрим, что там действительно нуждается, и в силах там будет работать или нет, этот ФАБ или ГСВ, и штат будет или не будет там. И на основании этого мы отобрали наши спонсоры в Арабские Эмираты и другие страны. И они смотрят там на основании этого и выделяют нам деньги. Потом, когда уже дают нам добро, что уже на этот проект есть финансовый, мы начинаем это. Тоже у нас система такая, что подрядчик и, например, страна, где правительство никто будет, и наши. Мы заключаем договор, и каждый обязанности его, и на основании этого мы начинаем работать, и потом сдаем это на баланс правительства. Много таких объектов у вас? У нас, например, ФАБ, ГСВ только с 2011 года до сегодняшнего дня 31 ФАБ и ГСВ мы строили. Во всей республике? Да, во всей республике. Сейчас тоже не только строительство, это тоже оборудование. Оборудуем больницу, медицинское оборудование и так далее. У нас тоже детские дома, которые мы помогаем как мебель, помогаем ремонт и так далее, тоже есть много такие. Есть школы. Есть школам, да, помогаем в школе, парта, мебель, и компьютеры, и интерактивная доска и так далее. Почти где-то, не могу считать, но много их. За этот период мы очень помогли.
И там тоже помогаем садикам, тоже мебель. Некоторые садики год-два только потому что мебель нету, например, или там техника нету у них, поэтому они не работают. А мы окажем им помощь, и сразу уже начинается работа, и садик уже оживляется и работает. Мне интересно, ваша семья, у вас жена, супруга по национальности кто? Она татарка. Татарка. Да. Как вы, вот, получается, у вас интернациональная семья? Да. Как отнеслись? Вы знаете, тоже у них традиции, у них обычаи, ну как они мусульмане, да, сходятся с нашей все этот. Есть. И да, есть очень много сходства этот, обычаи, традиции и так далее. И я не чувствую, что это проблема. Потому что дома на каком языке вы разговариваете? Как? Дома на каком языке? Дома в основном на русском языке мы. Ага. Да. Она знает арабский? Она знает арабский, да. Ага. Она потому что училась арабский язык и до даже пока мы женились. Да, она знала арабский, ну, литературный и так далее, но потом с общением и так далее, с родителями и так далее уже хорошо. Дети? Да. И дети тоже. На каком Тоже языке? только младшая дочка чуть-чуть, потому что она не бывала там в арабской стране и так далее, но ей 10 лет сейчас. Ну, пока она... А, она в Кыргызстане родилась? Да. Нет, она до приезда... До приезда. Да. Она в России родилась, Да. потом уже в Кыргызстан Да. переехала. Да. Ага. И так, я не чувствую, что это проблема нации или кто-то. Главное, что там согласие, там дружно, там уважение. Это самое главное. Я не считаю, что... И как раз мы тоже из одной религии и так далее. Я не думаю, что это проблема. И в то время для моих родителей тоже не было такой. Ну, сначала, конечно, непонятно, но потом объяснили и так далее, уже понятно. С ее стороны родителей тоже было такое. Сначала трудно убеждать и так далее, что дочка уезжает далеко и так далее. Это. Но мы смогли, чтобы устраивать эти все вопросы решили. И это отлично. Ну да, это отлично. Вот такой вот вопрос. Если у вас контракт закончится, вам тяжело будет уезжать от нашей страны? Потому что вы сами говорите, здесь мне все нравится, и народ, и природа, и всем нравится, да. Дети привыкли. Вы знаете, как человек, когда живет долгое время в какой стране, привыкает к этому. И, как сказать, когда хорошие люди, хорошее общение, друзья, и семья тоже, им тоже хорошо здесь и удобно. И что хорошо в Кыргызстане тоже, мы, альхамдулилlah, уже сколько времени стабильно здесь, все хорошо, проблем нету, никогда не было у нас, или кто-то создал нам проблемы. И относятся к нам к уважению, мы тоже к уважению относимся. И я считаю, человек, эта земля, не обязательно, что это родина, как говорят, да, и привязаться к этому. Но тоже есть родина, где ты хорошо тебе, где ну, ты можешь там жить и уважительно, и достойно, и чувствовать, да. Потому что я считаю, как действительно трудно сейчас ехать в другую страну, привыкать и так далее. Но уже как привыкли, мои дети уже привыкли здесь. Я иногда скажу детям, давайте ехать в другую страну, нет, они не хотят. Говорят, мы здесь, уже друзья здесь, и это здесь, мы привыкли, и не хотят они. Ну вот, я вопрос, почему этот я вам задал. У вас, вы по контракту же работаете, правильно? В контракте да. продлевается, да? Да, но как это по желанию, если хочу продолжать, хочу нет. Ну отлично, продолжайте да. еще дальше. Мы не хотим, чтобы вы уезжали, это правда. Если честно, я сам тоже не хочу, но сейчас хотел подать на вид на жительство, чтобы... Потому что у нас проблема, как мы граждане России, у нас каждые 6 месяцев мы продлим, это регистрация. Да. А это тоже неудобно. Поэтому сейчас мы хотим, чтобы сделать вид на жительство. Отлично. И дай Аллах, чтобы это получается. Ну, я думаю, получится. У вас вот тогда длинный срок так лучше. А то у нас, когда каждые 6 месяцев и проблемы этот, считаю. Вот вчера я листал в социальные сети, вчера у вас день рождения было. Да. Вас ничем мы не удивим, потому что
вы тот человек, который уже о Кыргызстане все знаете, все перепробовали. Но я узнал, что вы любите наш национальный кумыс, потому что такой напиток у вас имеется. Этот кумыс, настоящий кумыс нарынский. А от башинский кумыс мы специально поискали для вас со вчерашнего дня. Нашли специальный кумыс. И, естественно, это вот портрет нашего великого Манаса. Вам спасибо. От нашего коллектива большое. И от меня. Спасибо. Вот попробуйте спасибо наш большое. кумыс. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо, очень приятно. Спасибо, мне очень приятно, и спасибо вам. Как раз это как национальный напиток. И Манас этот тоже для нашим тоже дети, это тоже пример. Спасибо и вам. Действительно, очень подарок такой, не могу оценить. Спасибо. Такой сильно, честно говоря. Спасибо вам, господин Али. Спасибо. У вас есть возможность всем телезрителям, которые смотрят нашу программу, ваши пожелания, пожалуйста. Свободный микрофон. Хотел сначала поблагодарить вас, именно вы, потому что действительно уже несколько времени и старайтесь, чтобы наши деятельность, наша работа, чтобы люди знали об этом. Спасибо вам за это и за дружбу. И хотел пожелать всем нашим кыргызстанцам самое главное это крепкого здоровья и мира, и стабильность, и дружба. Потому что я вижу, что страна, когда дружна, когда мир и стабильность, она развивается. Да. И надеюсь, чтобы в Кыргызстане постоянно будет стабильность, мира и развитие. Спасибо вам. Спасибо. А мы вам желаем здоровья, долголетия, Спасибо. чтобы исполнились все ваши мечты. Спасибо.